Красота! Точно зарегистрируюсь и получу свой знак. Я верю, у тебя все получится, а потом расскажешь, как готовилась и с какими сложностями столкнулась. Спорт, даже скорее активный образ жизни, полезен для здоровья. А здоровье – важный компонент счастливой жизни. А еще твое здоровье и ответственное к нему отношение может помочь не только тебе, но и другим людям. Об этом знает каждый донор. Кстати, у Республиканской службы крови в этом году юбилей – 80 лет. Так приятно теплой осенью, ранним, пусть и туманным утром прогуляться. И прогуляться с хорошей целью. Год назад я стала впервые донором. Сегодня впервые я зайду в передвижной пункт сдачи крови – донор-мобиль. Вчера я легко поужинала, достаточно рано. Сегодня выпила сладкий чай, взяла с собой паспорт, снилс. Давайте посмотрим, как там внутри. Ну что ж, гемоглобин у меня отличный. Мне сказали, перед тем, как зайти в опербокс, нужно обязательно выпить 2 стакана воды. Так что я пошла на водопой и все, сдавать кровь. Сергей Валерьевич, трансфузиолог. Почему вы выбрали такую специализацию? Трансфузиология была для меня второй специальностью. И переехав в город, я потом стал работать на станции переливания крови. Ну, то есть выбор был насколько сознательным? Или просто так жизнь сложилась и хорошо, и вы никогда не жалели? Нет, конечно, не жалел и осознанно пришел на станцию переливания крови. Зачем нужны донор-мобили? Но поскольку станция переливания крови находится в городе Сыктывкаре, основная, в районах заготавливать кровь негде. Поэтому существует передвижная станция переливания крови, которая ездит по районным центрам, в том числе в Эжву приезжает, потому что это большой район города, и заготавливает кровь. То есть мы выезжаем к донорам, чтобы не они к нам ездили и не тратили свое драгоценное время, а приезжаем к ним мы. За одну смену, если так можно сказать, да, сколько получается человек принять? Примерно до 80 человек. Это как большие цифры. Наверняка сравнивали с другими регионами. Около 80 человек – это пропускная способность. То есть мы можем в течение 4-5 часов взять такое количество доноров. То есть это и стерильность бокса, и работа персонала. То есть здесь все взаимосвязано. То есть нельзя приехать и взять 200 человек. То есть мы будем сутки работать. Да. Если сравнивать те люди, которые приходят в стационарный пункт и которые приходят в передвижной, они разные или все-таки это… Доноры одни. Они приходят и на стационарный пункт, и те же доноры приходят к нам. Просто единственное, что на стационарном пункте есть возможность сдавать плазму, а у нас только красную кровь. Я, когда заполняла документы, ставила галочку, что согласна получать уведомление СМС. Для чего это нужно? То есть перед каждым днем донора мы рассылаем донорам СМС-сообщение, что мы в такое-то время, в такую-то дату будем принимать там-то и там, чтобы люди знали. То есть раньше мы рассылали письма, вешали объявления, сейчас все стало гораздо проще. Служба крови тоже становится более современной. Приближается юбилей, точнее, он уже есть. Уже да. идет. Да, идет. За 80 лет, 80, правильно? Понятно, что технически кардинально все поменялось. Конечно. Все лучше, удобнее, быстрее. С точки зрения мотивов людей, доноров, из-за чего они приходят? За эти 80 лет, как думаете, поменялись эти мотивы? Конечно же, не поменялись. Вообще донорство – это безопасность нашего общества. Потому что беда может случиться с каждым из нас. И поэтому кровь и ее компоненты нужны всегда. И могут понадобиться каждому из нас. И поэтому
как бы сдавая кровь, люди как бы обеспечивают и себе в том числе, вот эту вот безопасность. То есть когда-то и с кем-то может случиться, кто-то для тебя сдаст кровь, ты для кого-то. То есть это нормально. А какая все-таки самая нужная группа крови? Можно как-то ее выделить? Вы же понимаете, у людей разные группы крови. Болеют все люди, значит, нужны все группы крови. Просто можно сказать, что, например, какая-то группа самая редкая, вот, например, 4-я милость, но и людей с такой группой мало.